Через 3 года после окончания Великой Отечественной войны в 1948 году руководители высших органов власти Башкирской АССР обратились к Сталину с просьбой о присвоении генералу Шаймуратову звания Героя Советского Союза. Это обращение, как и все последующие, было оставлено без внимания. Почему центральная власть была глуха к просьбам граждан Башкортостана, каким остался генерал Шаймуратов в истории и кем он является для нас сегодня? Генерал Шаймуратов – человек героической, но в то же время трагической судьбы, представляющий собой Гордиев узел различных противоречий. В жизни он был безупречный герой, однако был оболган и даже, можно сказать, репрессирован политически. И хотя затем его имя было реабилитировано, шлейф лжи со времен культа личности и до последних дней продолжал преследовать его. Будущий герой родился 15 августа 1899 года в бедняцкой хибаре бурлака Мингажетдина из аула Биштеке. Ныне это село Шаймуратово современного Кармаскалинского района Республики Башкортостан. В метрической книге Оренбургского Мухаммеданского духовного собрания от 1899 года о его родителях сказано: отец Минхаш ад-Дин Фахрисламович, башкир из Мишарий, мать Биби Таифа Мухаммед Гиреевна, башкирка из Тептярий. После отмены башкирского войска как войска, когда оно было упразднено, то все, кто находились в нем, это были и башкиры, и мишари, и представители сословия тептярей, самоопределились, то есть так, как они себя считали, кем они себя считали, и со стороны правительства, администрации никакого там давления, нажима или там указаний, как определяться, не было. Родители Шаймуратова определили себя как башкиры. И вот, кстати, метрическая книга очень важный элемент. Почему? Потому что она фиксировалась муллой, она велась муллой. И здесь люди отвечали, по сути, не перед правительством, а перед Богом. Потому что перепись — это одно, а вот метрическая книга — это вещь, которая фиксировалась перед Богом. И здесь они вот как себя искренне считали, так она и была записана. То есть так они мулле сказали, мулла такую запись и внес. Председателю Совета министров Союза СССР товарищу Сталину. Учитывая особые заслуги бывшего командира 16-й гвардейской кавалерийской дивизии генерал-майора Шаймуратова, просим присвоить ему посмертно звание Героя Советского Союза и разрешить установить монументальный памятник в Уфе. Секретарь обкома ВКПБ Сабир Вагапов, председатель Совета министров Насыр Уразбаев, председатель Президиума Верховного Совета Башкирской АССР Гильман Нигмаджанов. 11 декабря 1948 года. Почему так необходимо было разрешение самого отца народов, чтобы установить обыкновенный памятник? Жизнь Шаймуратова состоит из множества тайн. Многие факты его биографии зашифрованы ничего не значащими строками. В его послужной карте записано, что с 25 по 30 год Шаймуратов являлся курсовым командиром Объединенной военной школы имени ВЦИК Московского военного округа. Но живые свидетельства говорят о другом. Минигали Шаймуратов, командир эскадрона, начинает службу в кремлевской охране. С 1925 года командир полка кремлевской охраны до 30 года включительно. 7 лет охранять в Кремле, Кремль охранять, Кремль, фактически Кремль кто? Тогда ведь Сталин был. Вот. Это надо быть человеком, ой-ой-ой. В 1931 году Япония вторглась на территорию Китая и оккупировала значительную часть страны. Молодой Мао Цзэдун создает Красную армию Китая и начинает войну как против японцев, так и против буржуазного правительства партии Гоминьдан. Компартии Китая необходимы оружие и специалисты. В это самое время Шаймуратов заканчивает с отличием военную академию имени Фрунзе и по решению руководства переходит в распоряжение разведывательного управления Красной армии. В послужной карте после 1934 года значатся туманные записи. Находился в длительной командировке. Что же было на самом деле?
1935 году направляет его Сталин, кому вы думаете? Мао Цзэдуну, военным атташе. Сталин знал, кого направлять в Китай. Это же атташе только назывался, он же разведчик. Он был в разведке зоргом. Его в 1938 году первую награду получил за Китай, в 1938 году орден Красного Знамени. О характере его деятельности в Китае сообщает скупая строчка из автобиографии. Находился в оперативной командировке в Синьцзяне, то есть в Западном Китае, где непосредственно руководил боями. В 1937 году Шеймуратов возвращается из Китая в Москву. На гражданке он выглядит совершенно иначе. Ему не чужды изыск и фронтоватость. Из воспоминаний дочери Шеймуратова Октябрины. Я даже чувствовала себя очень неловко, потому что отец был очень хорошо одет и выделялся среди всех. Однажды слышала, как ребята во дворе говорили: «Вот идет иностранец». Он действительно напоминал иностранного дипломата. Во время последней командировки в Китай от Шеймуратова уходит жена Елена Степановна Утешева. Жена с дочерью ушла. Жена ушла. Вышла замуж какому-то полковнику. Вот Октябрина, который вот этот сейчас в Риге живет. А здесь осталась подруга жены, Ольга Павловна. И он начал жить с этой Ольгой Павловной. А первая жена ушла. Не стала ждать Шеймуратова. Вот история. Ну, ему и с женой жить-то некогда. Опять началась война, опять здесь. Вот. Он отдал свою всю жизнь для Родины, для народа, для победы. Я знал Шеймуратова человеком большой силы воли, способным военачальником и горячим советским патриотом. В дни тяжелой борьбы с немецко-фашистскими захватчиками он проявил себя умелым организатором и командиром кавалерийского соединения, неоднократно показывая примеры личного мужества, доблести и геройства. Поддерживаю ходатайство Башкирского обкома КПСС и Совмина Башкирской ССР о присвоении посмертно звания Героя Советского Союза генералу Шеймуратову. Семен Буденный, 1958 год, в Центральный комитет КПСС. 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Войну Шеймуратов встретил в битве под Москвой, где командовал полком в корпусе генерала Даватора. В конце 1941 года Минигали Мингажетдиновича вызвали в Генштаб и спросили: «Михаил Михайлович, вы какой национальности?» «Башкир». «Ваши земляки организовывают добровольческую кавалерийскую дивизию. Ей нужен командир». Шеймуратов прибывает в Уфу, где на станции Дема шло формирование 112-й и 113-й башкирских дивизий. 22 марта 1942 года 112-й башкирской кавалерийской дивизии было вручено Красное Знамя Президиума Верховного Совета БАССР. «Здравствуй, милая моя Олег», – писал Шеймуратов в Москву своей жене Ольге Павловне по дороге на фронт. «Вот мы и в пути. Досадно, бесподобно досадно, что не могу заехать. Крепко целую. Твой Михаил. Пока адреса не пишу». 23 апреля 1942 года. Личность Шеймуратова источала необыкновенную харизму. Глядя на него, даже робкий становился героем. Солдаты его боготворили, а его клич «Потомки Салавата отступать не умеют» сразу был подхвачен командирами всех уровней и стал крылатым, таким же, как «За Родину, за Сталина». Председателю Совета министров СССР товарищу Сталину. В июле 1952 года башкирская кавалерийская дивизия нанесла сокрушительный удар по наступающему противнику в районе Барки-Тербуны. Уничтожила более 5000 солдат и офицеров, отбросила противника и удержала этот участок обороны до самой глубокой осени. Примечательно, что после передислокации башкав дивизии на Юго-Западный фронт
Немцы смяли оборону советских войск на участке, где башкирские джигиты стояли 3 месяца, не сделав ни шагу назад. В ноябре 1942 года советские войска под Сталинградом перешли в контрнаступление. 112-я башкирская кавалерийская дивизия отправляется в тыл группировки фельдмаршала Паулюса. Накануне рейда полковник Шеймуратов получает очередное воинское звание. Теперь он генерал-майор. Совершив стремительный марш, Башкав-дивизия в составе 8-го кавалерийского корпуса прорывает оборону немцев и начинает движение к крупному железнодорожному узлу станции Обливская, чтобы прервать сообщение между Ростовом и Сталинградом и завершить окружение армии Паулюса. Башкав-дивизия сталкивается с 22-й немецкой и 1-й румынской танковыми дивизиями. С воздуха безостановочно утюжит авиация противника. Кавалерия несет страшные потери, но выполняет поставленную задачу. В ходе боев получают тяжелые ранения даже командиры полков Тагир Кусимов и Гариф Макаев. В целом, Сталинградская битва унесла жизни 70% личного состава дивизии. Здравствуй, дорогая Олечка. Извини меня, давно не пишу тебе. Знаешь, родная, или некогда, или невозможно. Все время находимся в движении, чертовски соскучился и устал. 10 декабря 1942 года. Передовица дивизионной газеты «Кызыл Атлылар», то есть «Красные конники», начиналась с призывов: «Башкирский джигит, судьба твоего родного Урала решается в степях Дона. Убей немецкого захватчика». И они убивали, что было сил. Так рядовой Минлигалям Нарынбаев во время одного боя лично уничтожил 36 вражеских солдат и офицеров. В новогоднюю ночь наступающего 1943 года отважные воины Башкортостана перерезали кинжалами и саблями около 400 пьяных немцев, беспечно праздновавших Новый год, и захватили станцию Обливская. Паулюс был полностью окружен и вскоре капитулировал. Родная Оленька, мой друг, ты спрашиваешь, как я встретил Новый год? Отвечаю. Встретил прекрасно, с большими результатами. Захватили 400 веселеньких фрицев и столько же уничтожили. В этой дивизии не медохрышки были, а отобранные люди. Здесь председатели колхозов, председатели сельсоветов, работники прокуратуры. Из дивизии, одну дивизию создали ведь. Подобрали самых лучших людей в эту дивизию. Поэтому немцы боялись. Ночью они не любят воевать. Ночью брали пленных, они писали записки. Не приходите к нам ночью, и мы к вам не будем ходить. Нашу дивизию они называли дикими дивизиями. Иноземцами называли. А в тылу врага говорили, за листовку бросали: вы не пошли по пути Салавата. Салават воевал против русского народа, а вы воюете вместе с русским народом. А ведь Салават против русского народа не воевал, он воевал против царя. Вместе с русским народом против царя воевал. Они, значит, нас хотят завести в заблуждение. Сдавайтесь. Поверните оружие против русских. Идите, мол, по пути Салавату. 10 февраля 1943 года башкирская кавалерийская дивизия в составе 8-го корпуса двинулась в роковой рейд в тыл противника, чтобы оттянуть силы немцев от Ворошиловграда и дезорганизовать снабжение гитлеровских фронтовых частей. Фельдмаршал Манштейн в книге «Утраченные победы» писал: одному кавалерийскому корпусу русских удалось прорваться до важного железнодорожного узла Дебальцево, который лежал глубоко в тылу правого фланга 1-й танковой армии. 14 февраля немцы были выбиты из Ворошиловграда, за что 112-я Башкав-дивизия получила высокое звание гвардейской. Кто бы мог всего лишь год назад, когда дивизия формировалась на станции Дема, предположить, что добровольцы, съезжавшиеся со всего Башкортостана, станут гвардейцами, то есть элитой Красной армии. И в этом нельзя не видеть личные заслуги Шеймуратова. Между тем, то роковое утро, когда Миналигали Мингажетдинович шагнул в вечность, неумолимо приближалось.
Корпус все еще был в окружении в районе станции Чернухино, а его командир генерал Борисов постоянно поручал Шеймуратову самые сложные и почти безнадежные операции, ибо последний был умнее, грамотнее и решительнее. Из показаний бывшего начальника особого отдела башкавдивизии майора Михаила Кузнецова. Командование корпуса во главе с генералом Борисовым, зная, что Чернухино окружено плотным кольцом противника, проявило растерянность, а вывод частей из Чернухина возложило на Шеймуратова, что им и было исключительно мастерски проведено. Шеймуратов вывел тогда целый корпус буквально из пасти противника одному ему известными путями. События развивались стремительно. Немцы бросили на 8-й кавалерийский корпус до 7 своих дивизий. Многие бойцы потеряли надежду на выход из огненного кольца окружения. «Джигиты», — обратился Шеймуратов к своим солдатам, — «будьте героями. Башкирская дивизия никогда не будет побежденной. Мы с вами еще напоим своих лошадей на Одере». Знал бы он тогда, насколько пророческими были эти слова. Башкавдивизия дойдет до Берлина и напоит лошадей не только на Одере, но и много западнее, на Эльбе. Жаль только, что этого не увидит ее легендарный командир. Не узнает Шеймуратов и того, что созданная им дивизия даст родине 78 героев Советского Союза. Такого числа героев не было ни в одном из соединений советской армии. Уже за одно это Шеймуратов был достоин звезды героя. Но этому помешало злосчастное утро 23 февраля 1943 года. Из показаний бывшего командира 101-го конно-артиллерийского дивизиона башкавдивизии подполковника Салиха Саитова. Он был в веселом настроении, как всегда чисто выбритым, очень доволен был действиями дивизии в предыдущих боях и с твердой уверенностью в нашу победу даже пригласил меня на праздник 23 февраля после выхода к своим. Генерал Борисов собирает совещание утром, это день советской армии тогда, вот, и дает приказ прорвать фронт и выйти из тыла к своим. Шеймуратов, чувствуя, что такой приказ будет очень жесткий, мы потеряем очень много своих солдат и офицеров, вносит предложение: «Товарищ генерал, дайте мне сутки, одни сутки, я после этого выведу всех без потерь». Он хотел очень хорошо делать разведку и где слабое место немцев вести туда. А вот когда генерал Борисов приказал, пришлось идти в лоб, где окружение состояло пехота, артиллерия, танки. 3 кольца надо было прорывать, а у нас патронов, снарядов осталось очень мало. Из показаний бывшего дивизионного врача башкавдивизии Александра Сарыгина. Генерал Борисов разразился руганью. «Почему не идете вперед? Где генерал Шеймуратов?» И вошел в указанную хату к Шеймуратову, где произошла дикая сцена. Шеймуратова грубо обвинили нетрезвые генерал Борисов и его окружение, угрожая оружием в невыполнении приказа. Подняв дивизию на коня, Шеймуратов отдал свою последнюю команду. «Вперед! За Родину! За Сталина!» Как и следовало ожидать, башкирские кавалеристы наткнулись на крупные силы немцев. Кузнецов продолжает. Начался бой. Наша дивизия шла на противника 2 лавами. Находясь в 50-100 метрах от противника, Шеймуратов был сбит огнем противника с коня. Стремительно вскочил снова в седло, но снова был сбит. При прорыве дивизия понесла страшные потери. Этих жертв могло бы и не быть, если бы Шеймуратову позволили сделать разведку, если бы не преступный приказ Борисова, пославшего башкавдивизию на верную гибель. В его послужной карте позорным клеймом вывели «пропал без вести», хотя имелось множество свидетелей его гибели. В 1948 году на место гибели Шеймуратова из Уфы выехала специальная комиссия, и вновь были получены неопровержимые доказательства его гибели. Деревенские пожилые люди потом рассказывали, когда комиссия правительственная из Башкирии после войны приехала, мы, говорит, утром другой день этих боев похоронили одного большого начальника монгольского телосложения. Лицо, говорит, монгольское было. И вот когда наши ветераны, участвующие в этих боях,
приехали исправительные комиссии, в составе которой были и врачи, открыли могилу, где показали, что вот где этот был похоронен большой начальник. Сразу по одежде узнали, что это генерал Шаймуратов. Даже генерал Борисов ходатайствовал о присвоении Шаймуратову звания Героя Советского Союза посмертно. После прорыва 8-го кавалерийского корпуса из окружения ее командир генерал Борисов не вышел из-за линии фронта. Как выяснилось позднее, он оказался в плену. После войны отбывал за это длительный срок в местах заключения, ходатайствовал за Шаймуратова. Только кто бы стал его слушать, бывшего зэка? Как известно, согласно порочной практике сталинского режима, окруженцы и лица, побывавшие в немецком плену, приравнивались к изменникам Родины. Вероятно, именно это обстоятельство сыграло негативную роль в судьбе Шаймуратова. А в течение длительного времени вот происходила переписка, но она опять вот натыкалась на такую проблему, что нет командира корпуса на то время, который должен был написать наградной лист, он попал в плен. Нет первичного документа. А вторая проблема – командир дивизии тоже погиб в бою. Значит, рейд неудачный. Командиры, один погиб, другой в плену. Вот такая вот коллизия у военных, она вот была в голове, они вот рассуждали что-то, и так дело не двигалось. То, что корпус выходил с трудом, эта вина была даже не Шаймуратова и даже не Борисова, а вина была командования фронтом, которые не обеспечили выход корпуса из прорыва, и они просто бросили их на произвол судьбы. Вот стечение таких обстоятельств привело к тому, что генерал Шаймуратов, его подвиг не был оценен соответственно. Впрочем, существует мнение, что Сталин и последующие руководители страны намеренно умалчивали о героическом пути 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Ведь, рассказывая о ней, невольно пришлось бы сравнивать ее с другими национальными формированиями, которые далеко не все имели столь славную историю. Из национальных дивизий единственно в этой войне осталось башкирские кавалерийские дивизии. Вероятно, поэтому Сталин приказал не пропагандировать башкирские кавалерийские дивизии. Потому что, а где армянские дивизии, где грузинские дивизии, где там татарские дивизии, т.д. Все национальные дивизии. Вот эта дивизия, вы думаете, случайно, что она осталась? Нет, не случайно. Это действительно героические дивизии. Почему? Это мне командир корпуса говорит. Это единственная дивизия в вооруженных силах, в сухопутных войсках. 78 героев Советского Союза. Нет ни одной дивизии. 78 героев. Только наши дивизии. Вы что думаете, это случайно? Чтобы начать войну и закончить на Эльбе, вы думаете, без поражения. Опять слова генерала. Не проиграть первый бой, опять. Вот это до Аллаха дошло его слова. Нами тщательно изучены материалы о смерти генерал-майора Шаймуратова, собранные в свое время специальной комиссией. По этим материалам нельзя утвердительно сказать об обстоятельствах гибели Шаймуратова. Зав. Отделом обкома КПСС Шипов, 20 июля 1957 года. С таким циничным небрежением к заслугам прославленного генерала относились чиновники разных уровней, знавшие войну лишь по кадрам кинохроники. Шаймуратову много говорили. Шаймуратову говорили предатель. Вот. Почему? Кому-то было интересно. Такой славной дивизии опорочить. Кому-то было интересно. Вот. Опорочить, ликвидировать, потом сказать, не было такой дивизии, не было такой башкирской дивизии. И сколько раз мне говорили, большие руководители, не было башкирской дивизии.
Тогда мы приносили приказ Сталину организовать срочно башкирские кавалерийские дивизии. Номера 112, 113, Сталин, Штеменко. Все. В Башкортостане до сих пор нет памятника Шеймуратову, а все просьбы о присвоении ему звания Героя Советского Союза, а сейчас России, были оставлены без внимания. Его неупокоенный прах, прах солдата башка в дивизии, из братских могил Украины до сих пор взывает к нашим сердцам. Недавно опять стартовала акция по сбору подписей под обращением к соответствующим органам о присвоении Шеймуратову звания Героя России. Общественность республики уже в который раз, начиная с 1948 года, поднимает этот больной вопрос. Опять люди надеются, что справедливость восторжествует. Но если Шеймуратову вновь откажут в праве называться Героем России, для жителей нашего края он всегда был и останется героем Башкортостана.